Всем большой привет! 26 октября сегодня у нас. Вчера продольники не проверяли, вчера был рабочий день у меня. Ну а сегодня, вчера отметили юбилей у Макса, племянника. Погуляли хорошенько. Ну, в общем, сделали себе выходной после рабочего дня. Отдохнули немножко. Вот. Сегодня, надеюсь, до темноты успею проверить. Потому что, ну, надо. Закинул снасти, проверять надо. И в первую очередь, пока не начали проверять продольники, хочу передать привет всему Ямалу, всем ямальским зрителям. Видел сейчас в деревне земляка Александра Остякова. Работает и живет в Лабытнангах на Ямале. Раньше по молодости, в годы бурной молодости, отдыхали вместе, девчонок кадрили. В общем, было круто. Теперь я остался здесь, он уехал на севера. Вроде как бы и здесь север, но он уехал еще севернее. Там уже зима сейчас. Вот. Получил привет. Он передал вот так вот, скинул целый рюкзак приветов и сказал: на, держи, это тебе от твоих подписчиков, зрителей. Смотрят мой канал на Ямале. Ну, было очень приятно, так что в свою очередь благодарность за рюкзак привета и тоже вам огромный привет. Ну, взяли живчиков вот с тюрьмы и поехали, начнем проверочку. Надеюсь, до темноты успеем. Погнали. Так. Закинули якорь. И подъезжаем к первому продольнику. Кто смотрел, уже видели, что в прошлый раз на первом продольнике уже сидел Налим. Сейчас посмотрим, что сегодня будет. Кто не смотрел, можете посмотреть. Ролик уже вышел на всех площадках. Вижу дохлых ершей. И натяжки нет. На этот раз, походу, пусто. Вот плотвичка. Заберем собачки, сварим. Вторая, третья. Все живцы на месте. И никого нет. На этот раз пусто. Первый продольник пустой. Ничего страшного. Может, впереди что есть. Так. Здесь, походу, тоже никого. Пусто. Натяжки нет. И здесь пустые живцы все на месте. Где-то Лебедев орет. Вон стая уток летит. И лебедь где-то. Утка потихоньку начала двигаться. Серая. Черной пока нет. Вон стайка хорошая уток. Облетают лодку далеко. Вот она. Вон. Штук 30, наверное. Ладно. Может быть, повезет, попадем на перелет. Все-таки в этом году. Так. Что скажем? Ничего не скажем. Они говорят, никого нет, пусто. Никогошеньки нет.
Да, не весело, не весело. Говорил с рыбаком сегодня, Володя. Говорит, Налим раньше хорошо ловился в сентябре, а что-то в октябре сейчас все хуже и хуже. Сейчас, говорит, вообще перестал ловиться. Но мы не ищем легких путей, начинаем рыбу ловить тогда, когда она уже перестала ловиться. Ну, ловим же ведь, ловим. Так, этот еще пойдет. Живой. На пару процентов. Этот тоже еще живой. Контуженный, но живой. Живцы у нас на вес золота, так что экономим. Этот тоже пойдет еще. Травку уберем, тину. Пусть дальше болтается. Если пойдут дожди, рыба, я так думаю, шевельнется. И Налима мы еще увидим. Не теряем надежды. Будем ловить до шуги. До последнего. По возможности. Ну а потом уже, как пойдет шуга, начнутся морозы, будем ловить его уже со льда. Опачки. Ловись, рыбка, малая велика. Река. Че, сносит, что ли? Твою мать. Зажало. Я думаю, что сносит? Надо будет подняться чуть повыше. Унесло течением. Я думаю, вроде остановились, а нас несет и несет. Опа. И все перепутало. Что-то было, видать. Или от того, что течением снесло. Продольник весь перепутанный. Нет, живцы все на месте. Никого. Так. Пришел продольник с тины речной. Кроме тины там есть еще что-нибудь, нет? Ну, гну. И здесь пусто, и все живцы на месте. Нет хода Налима. Нету его здесь, нету. 2 штуки, видать, и было. Такс. Камушки. А по камушкам. А по камушкам. А по камушкам речка бежит вдаль далекую, к морю синему. И здесь пусто. И все живцы на месте. Да, не весело. Если следующая проверка будет пустая, надо будет места поменять. Фигня это все. Ну, здесь я Налима тоже не вижу. Дно просматривается. Глубина небольшая. 1,5 метра, может быть, не больше. Печора вообще обмелела. Налим
из-за этого, возможно, и не поднимается. Местный есть, что подъемного нет. Подъемного налима нет. Никого. Грустная сегодня проверочка у нас. Не знаю, стоит ли показывать пустую проверку. Я так думаю, интересного мало смотреть, когда ничего не ловится. Если что, пишите в комментариях. Никого, и здесь никого, и живцы все живые. За 2 дня никто не удосужился клюнуть. Ну и последний продольничек. Давай, не подкачай. Или здесь, или нигде. Так. 1. Тут 3 крючка только было у меня. И что-то я не вижу, чтобы кто-то здесь шевелился. Наверное, тоже пусто. Пустая проверочка сегодня у нас. Такого улова я точно не ожидал. 2 дня. Надежда была. Думаю, ну, за 2 дня что-нибудь довлетело. Да и живцов-то толком никто не ел. Все живцы почти целые. Там, за исключением пару штук. Не-а. Здесь у нас тоже 3 крючка и все живчики на месте. Вот такая вот грустная проверочка. Налим не двигается. Налима местного поймали 2 штуки и больше нет. Следующая проверка будет у нас с перестановкой. Сейчас уже не буду этим заниматься, скорости нет. Залью этот ролик все-таки на каналы, на все платформы. Пишите в комментариях, если что. Нужны такие ролики, не нужны. Пишите, если скажите, что такое рыбак, туфту нам гонишь. Пустая проверка, рыбы нет, а ты нам все это показываешь. Показываю так, как оно есть. Не всегда коту масленица, не всегда с уловом. Бывают и пустые проверки. Вон сколько поймали, вон сколько рыбок поймали. Собаки будут довольны. Все, наживляем последний продольник, убираем остатки живцов в тюрьму 30-ку. И на всех парах мчимся домой, пока не стемнело. Не знаю, приеду ли я завтра, посмотрим по погоде. Послезавтра, если завтра не приеду, приедем точно. Больше, чем 2 дня оставлять нельзя. Все, до новых проверок и до новых встреч на канале Коми Рыбак. Увидимся. Всем большой привет. Понедельник, 27 октября. Поздняя осень. Но зимой пока даже не пахнет. Не жарко. Ну, даже дождя нет. Ветра нет. Это хорошо, но это, как говорится, уже точно затишье перед бурей. Потому что уже послезавтра обещают дожди, ветра, снега. И в конце октября уже через пару дней будут морозы. Так что долго рыбачить нам времени уже нет. Выехали сегодня на очередную проверку продольников. Почему выехали? Потому что у нас сегодня... Всем привет. Ромка. Может быть, рука Романа счастливее. Может, сам будешь проверять, нет? Или как? Или будешь, или ты на съемках? Давай. Ну ладно, через раз будем. Одну я, одну ты тогда. Или что? По 2. Через 2, да, чтобы туда-сюда не бегать. Ну, все. Через 3. Через 5. Половину я, половину ты, короче. Давай так. Все. 50 на 50 будем проверять и посмотрим, чья рука у нас счастливее. Поехали. Судя по тому, что 2 дня не проверял их, и вчера никого я не поймал, счастья у меня маловато. Вчера, по крайней мере, было. Так, ну-ка подай сейчас, пожалуйста. Вчера было пусто. Дай бог, чтобы сегодня было густо. Хотя это... О, я думал, глубина 1,5-2 метра, а тут вон 2-то есть.
Просто вода чистая, как будто смотрится, что не глубоко. А так глубины-то достаточно. Этот первый продольник на первой проверке как бы дал налима. И потом все. Посмотрим. Ну-ка, убери это чехол, чтобы не мог. А, далее высоко. А утки уже летят высоко. И сегодня никого. Ничего не меняется. Ничегошеньки. Все живцы на месте. Утка пошла, это уже радует. Первый блин комом. Утка пошла, значит скоро осень. Скоро осень, скоро зима. Пусто и все живцы на месте. Так что сегодня, наверное, большого улова нам тоже не стоит ожидать, я так думаю. Налим затихарился до зимы. Такс. Стали. Тут веревка длинная. Походу тоже никого. Никого, никого, никого. Так, походу. Нет, если сегодня будет пусто, сегодняшнего ролика не будет, не будем показывать ничего. А то вчера пустая проверка, скажут. Че он с таким успехом можно и на лугах продольники ставить. Никого. 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 И все живцы целые. Походу все время налима кончилось. Чувствует, наверное, перемену погоду. Затихарился. Ждет зимы. Зимой скажи, кого ловить будешь, если сейчас все поймаешь? Тоже пусто, натяжки нет. Да. Я хотел сегодня переставить, если пусто будет. А куда сейчас времени уже? Поздно переставлять. Стемнеет сейчас через полчаса будет уже темно на реке. Ну все, мой лимит исчерпан. 5-й продольник. Если здесь не поймаю, значит не поймаю. Нету никого. Никого. Так. 5 своих продольников по нулям проверил. Поворачивай еще ближе. Еще больше вкручивай. О. Все, оглуши. Не дотянешься сейчас. Не дотянешься. Не дотянешься. Надо было ближе к бутылке. Не дотянешься. Шестом. Не дотянешься глубоко. Шестом. Ничего. Пока думал, уже уплыли. Нет, с другой стороны, снизу. Теперь Ромка свои 5 проверит. Все ближе к бутылке надо было изначально. Веревка-то, ну, длинная, лодка длинная. Надо заранее было порычить.
Может быть, Ромкина рука счастливее. То мои руки уже старые, наверное. Рыба боится моих рук. Что? Тоже нет натяжки? И здесь пусто. Да, видать, не в руках дело. Соскользнуть, лодку кидай. Все живцы, главное, целые. У меня с 5 продольников только 1 или 2 крючка были сорваны, остальные все целые. Или с местом не угадали, хотя 2 налима было первую проверку. Или перестал ловиться перед шугой. Такое тоже бывает. Прошлый год тоже перестала, не ловилась, не ловилась. Раз пустая, 2 пустая, 3 пустая проверка. Потом дожди пошли, вода пошла на прибыль. Как раз Николай приехал с Васильевичем. Пошли на проверку, и у нас 20-ку не влезл на лиму. 2 20-ки, 1,5 20-ки поймали тогда. И налим хороший, крупный, 4 с лишним килограмм, 3 с лишним килограмма. Мы тогда за одну проверку что-то 7 или 8 налимов вытащили. Блин. Может быть, в этом году также будет, если резко морозы не ударят. Вода начнет подниматься. Главное, чтобы до шуги это было. До шуги ждать точно не будем, потому что прошлый год пошла шуга, и бутылки с шугой уносит льдами. Только первые льдинки появятся, будем снимать до зимы. Зимой это уж совершенно другая рыбалка. Так. Второй продольник Ромка тащит. А продольники налим. А продольники налим. Та-да-та-да-та-да-та. Он не лает, не кусается. Есть? Натяжка. Что-то создает сопротивление. Ну, так, готовь сачок. Да-да-да, есть. Здоровый. Дай бог, чтоб дошел. С хвоста старайся. Давай уже. Тихо, сачок не ломай. За сетку бери. Сломаешь сачок. Ой, Янцикадан. Давно надо было уже продольники-то дать, Ромке проверять. Я говорю, блин, старого боятся уже, блин. А Ромка, вот Янцикадан, счастливая рука. Так, ведерочка готовим. Шею ему сломай сразу. Что, глубоко заглотил, нет? Не. Шею сломай. Не будешь ломать шею? Шею ломают обычно, ну, назад голову запрокидывает ему, чтобы не крутился. А то сейчас выскользнет у тебя через лодку. Сначала сломай шею ему. Голову назад запрокинь до хруста. О, получилось. А теперь он уже меньше будет двигаться. А то с такой лодки, с Уралочки можно и выпрыгнуть. А если он хвостом за борт загнет, то все, считай, пиши пропало. На динарный крючок, на двойник. Он 2 подряд на эти заглотил. 2 крючка? Угу. Ну, это 100% наш был. Получается, аппетит есть. Значит, налима мало выходит. Если аппетит есть, если он 2 крючка заглотил, значит, он даже не почувствовал. Съел одного и потом сразу же второго. Значит, кушать он хочет, а то, что налима нет, значит, налима нет. То, что он не попадает. Мало его получается. А получилось? Сейчас получится. Вот так вот, уже хорошо. Один есть, уже не пусто. Красота, Янцикадан. Дай бог, вот еще 3 продольничка осталось. Может быть, еще что-нибудь там есть. Есть натяжка, нет?
Пусто, да? В разные места Е6 складываешь, чтобы меньше запутались. Осталось 2 продольника. Темнеет вообще махом. Светлому уже, наверное, не успеем до дома доехать. Так, предпоследний продольник. Чё, от рыбы не поднимается, да? Ну, Что, засыпало, что ли? немного. Или об камни куда-то налим запутал. Такое тоже бывает. Есть натяжка, нет? Не, пока нету. Но в бок уведено. Ну, леска в стороне, ну. Говорю, что-то, наверное, было, по-любому, наверное, запутало куда-то в коряге. Идет. Идет? Нет. Нет, да. Как будто показалось. Не, да, да, пусто. Нету. И живцы все целые. Просто зацепилось куда-то. Ну, остался еще один продольник. Уже забыл, где бушится. И там, и там. И можно тумблером, и можно этим кнопкой. Только чуть-чуть подольше держать, полсекунды хотя бы. Если просто нажал и отпустил, оно опять это. Последний продольник. Ну, будет второй, нет. Все. Ну, пусто. Нет, да, натяжки. Ну вот. А 3 крючка тут всего, но никого. Ну, от нуля ушли уже хорошо. Вот такой вот пойма налимчик. Налим. Ведро 30-ка, килограмма 3-то точно будет. 2800 может быть где-то. Минимум. А у меня пусто. Так что у Ромки рука счастливая. Будем каждый день, по возможности, когда он не на работе, брать его с собой на проверку продольников. А по большому счету, наверное, я так думаю, надо переставлять. Местного налима выловили, всего, видать, 3 штуки было. И куда-то надо хотя бы половину переставить на другое место. Как-то вот так. На сегодня все. День подходит к концу. Скоро зима. Скоро будет другая рыбалка. Всем спасибо за внимание. Всем пока. До новых встреч на канале Памир Рыбак. Пока-пока.